Как вам всем известно, несколько недель где-то назад мы объявили о том, что мы планируем атаковать. Атаковать мы начали вчера. Все время до вчерашнего дня мы готовились к этой атаке, готовили технику, трофейную, которую получили в боях, готовили экипажи, укомплектовывали, обкатывали взаимодействие между родами войск. Могу вам сообщить с гордостью, что за это время было создано 2 танковых батальона, 2 полных артиллерийских бригады, 2 дивизиона градов, 1 мотострелковый батальон, 3 пехотных бригады и бригада специального назначения штурмовая десантная. Эти все подразделения получили армейские номера, упорядочена была система связи, система взаимодействия между родами войск, созданы 2 полевых госпиталя и 1 ремонтная бригада. Эти все подразделения на сегодняшний день в боях уже начинаем обкатывать. Вчера начали наступление с целью окружить амвросийскую группировку противника. В ходе наступления на сегодняшний момент уже, по нашим данным, враг потерял около 45 единиц боевой техники. 14 единиц боевой техники мы уже взяли себе в плен. Около 1200 человек убитыми и ранеными. И в данный момент находится в 2 котлах. Это вот Амвросийская и группировка Старобешевская. Это 2 группировки практически. Одна уже в котле, другая будет сегодня к вечеру. Сегодня в 4 часа утра мы начали наступать на Еленовку. В данный момент в Еленовке продолжается бой. 2/3 Еленовки находятся под нашим контролем. Надеюсь, что либо за ночь, либо до ночи мы эти районы зачистим. На этом сразу буду говорить, наступление заканчиваться не будет, оно будет продолжаться и будет продолжаться до тех пор, пока мы не освободим все населенные пункты Донецкой Народной Республики. Армия, вооруженные силы к этому готовы, поддержку народа вы видели и надеюсь, что пленных будет все больше, больше и больше. Это так вкратце то, что я хотел вам сказать. По поводу парада. Я не зря поставил технику на площади Ленина, дабы киевские власти могли понять следующее. Все, что к нам приедет с Киева, рано или поздно окажется в таком же состоянии, которое стоит в сегодняшний момент на площади Ленина. И чем больше к нам приедет, тем больше нам проще будет поднимать нашу экономику. Как вы знаете, металлургия одна из наших основных отраслей промышленности. Так что ждем. Ждем, надеемся, что и будет чем больше, тем лучше. Это то, что хотел сказать я. Особо хотел поблагодарить министра обороны Владимира Петровича за плотное сотрудничество, понимание всех целей и задач, которые стоят перед правительством и передо мной в частности, за его неограниченную работоспособность и за личную смелость и храбрость, наверное. Если есть что-то сказать, пожалуйста, говорите. Да, уважаемые журналисты, уважаемые телезрители ваших каналов, хотел бы обратиться ко всем, что к нам сюда пришли действительно оккупационные захватнические войска украинской армии, которые подогреваются националистическими идеями, которые не ставят жизнь людей во главу всего, что делают другие народы, а именно для них не важно, их интересует территория, их интересуют ресурсы, не более того. Самое главное, что нанося свои подлые удары по жилым комплексам, где находятся мирные жители, бабушки, женщины, дети. Недавно, как вчера, было нанесено огневое поражение по жилым кварталам, где погибла 9-летняя девочка, где в помине не было ополченцев. Они используют подлую тактику минометов, кочующих групп, которые выезжают, отстреливают 10-20 мин, сколько успевают, и быстренько уезжают. Город очень большой, с этим связаны лишь обстрелы центра города. На самом деле у нас есть уже все данные по поводу перемещения этих минометных групп и так далее. Я думаю, в ближайшее время они будут, во-первых, обезврежены. Во-вторых, что касаемо вооруженных сил. Вооруженные силы — это единая единица. Здесь присутствует единоначалие. И не будет разброда, как говорят, были выражения о том, что армия ДНР — это махновцы и так далее и тому подобное. Это все ложь, которая создается киевской хунтой, людьми, которые
очень тяжело, точнее, их назвать людьми, потому как они пустили танки, грады, артиллерию против народа. Все. Если есть какие-то вопросы, прошу вас задавать. Еще сразу скажу, что я готов сегодня дать интервью каждому из каналов, ну кто же пожелает. Прямо сейчас, после этого брифинга, можно будет пообщаться с каждым отдельно. Поэтому с учетом этого все вопросы можете задавать побыстрее. А можете сказать, ополченцы применяют огонь среди жильцов домов? Используется такая? Давайте сразу вас поправлю. Ополченцы мы были еще, наверное, 10 дней назад. На сегодняшний день это вооруженные силы Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики всеми силами и всеми возможностями не пытаются наносить огневые удары в скопление в жилые кварталы и дома. То есть этого у нас не практикуется и практиковаться никогда не будет. Для нас это наша Родина, это наша земля, это наше Отечество. И поэтому для нас война, это война на нашей территории. Мы ее максимально хотим сохранить. Мы не звери, мы не воюем в Киеве, мы воюем у себя дома. За свое Отечество, за свою землю. Поэтому мы такого не практикуем. Телеканал Москва, как бы вы могли охарактеризовать действия украинских вооруженных сил на ваше наступление? Они знали об этом, не знали, они в растерянности, они сопротивляются, либо откатываются. Не, давай я просто расскажу. Просто два вопроса таких. Смотрите, вероятнее всего, да не то что вероятнее, они знали о нашем контрнаступлении, и мы из этого особо секрета не делали. Мы просто секрет делали время и место, куда мы будем наносить удар. Но так как сразу буду говорить, там регулярные есть войска, есть офицеры, которые, к сожалению, еще попроходили в советские времена училища, там, академии заканчивали. Они готовились к всевозможным вариантам, и какой-то из этих вариантов они все-таки предугадали. Бои на самом деле тяжелые. Еще раз повторю, я уже когда-то говорил, на самом деле очень хорошо бьются регулярные части. Вот регулярная армия, она действительно сражается, она стоит, она терпит поражение, практически не сдается. Откатывается это батальон Шахтерск, Айдар, там где находятся эти части, доступать сюда легко, в принципе, они не сопротивляются практически, при первых же выстрелах стараются убежать, отойти от огневого контакта, они никогда не вступают в огневой контакт, вообще никогда. Они стараются уйти и вызывают регулярные подразделения, которые потом вместе с ними начинают атаковать. Повторю сразу, бои очень тяжелые, чувствуется сильный перевес в технике, действительно у них ее очень много. За счет этого бои, сутки мы проходили порядка около 40 километров. То есть, сами понимаете, какой интенсивностью были боевые столкновения. Все. Parading prisoners as we've seen this afternoon, doesn't that go against all humanitarian conventions and notions of dignity? Да, вдвойне перед вами. Вот тот парад, который мы видели сегодня, не противоречит ли он международному закону права? Вы знаете, как юрист, могу сказать честно, мы ничего не сделали того, что противоречит международному. Ничего. Мы их не раздели, не разули, не прогнали ненакормленных. А простите, покажите мне хоть одно из норм международного права, где запрещено проводить пленных. Извините, ничего противозаконного мы не сделали. Абсолютно. What was the purpose of the parade today? Were you trying to send a message to Kiev, and why did you make the decision to parade the prisoners of war? Какая была цель сегодняшнего парада? Вы хотели что-то сказать Киеву, и какая была цель? Нет, я понял, чему вы хотите. Киев сказал, что 24 числа, на День независимости Украины, они парадным маршем пройдут по Донецку. Они действительно прошли маршем, но не парадным, по Донецку. Именно 24 числа, именно в день своей независимости, бойцы его вооруженных сил прошли маршем по центральной улице города Донецка. В принципе, все, что сказал Порошенко, так и состоялось. Они здесь были, они проходили, вы все прекрасно видели, что они тут были, Порошенко не соврал. Они прошли, техника их не стояла. Все. Скажите, вот на этой неделе Луганск получил гуманитарную помощь от России. Вы ждете такой помощи и когда она может поступить? Мы ждали еще вчера, еще раньше, чем Луганск. У нас населенный город по населению, по численности больше, чем в Луганске, поэтому логичнее было получить ее первее. Но в Луганске ситуация тяжелее, чем у нас, поэтому туда отвезли. Надеемся, что она придет, и надеемся, что она придет в ближайшее будущее. Какие-то сроки уже, вообще переговоры, они ведутся уже?
Так же, как велись в Луганском, и также в этот же день должны были получать и мы, но, к сожалению, мы ее не получили. А луганцы с вами не поделятся получится? Ну, вы знаете, честно, из меркантильных соображений, как хозяйственников, хотелось бы. Но понимаю чисто человеческие чувства и понимаю, что ситуация там намного сложнее, чем здесь. Пока мы обходимся своими силами, но надеемся, что помощь подойдет в ближайшее время. Поэтому желание и просить никого не будем, чтобы никто с нами не делился. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, некая историческая параллель с июлем 44-го и маршем фашистов, это получилось случайно или намеренно? Вы знаете, честно скажу, я недавно, мы вместе, помнишь, наблюдали один из знаков отличия, какая там, вторая отдельная, да? Дивизия Галичина. Не, вторая отдельная бригада, полная эмблема дивизии СС Галичина, значок нагрудной, 79 лет, СС Галичины, они ее носят. И вот когда мы это увидели, да, полный этот знак этой дивизии, скажу честно, у меня очень в роду, наверное, как у многих из вас присутствующих, и есть ни одна семья в России не понесла какие-то потери во время Второй Великой Отечественной войны. Так же, как и моя семья. И вот один из моих предков сражался против дивизии СС Галичина. То есть это уже не то, что параллели, да, это уже просто поколение. То есть мой прадед, получается я, и опять же та же самая дивизия, и возникло желание повторить 44-й год. Да вы понимали, что это все не, то есть это уже было, оно повторяется, но результат останется тем же самым. Сколько на Россию не приходите с мячом, столько раз вы ее получите. К сожалению, вот я обратил внимание, уважаемые журналисты, провел одну параллель. К нам Запад ходит с регулярностью раз в 30-50 лет. То есть в течение 30-50 лет нам западная цивилизация пытается навязать свои какие-то, свое мнение, свой образ жизни. Пожалуйста, посмотрите, Первая мировая, Великая Отечественная, разрыв по времени, практически 30-50 лет. До этого Крымская война и так далее. Просто вы историю полистайте постоянно. И по традиции, приходя к нам, он получает взятие Берлина, взятие Парижа и так далее, так далее, так далее. То есть это уже традиция. В Киеве каждый год Майдан, кто не пляшет, тот москаль, кто не скачет, да? То Запад приходится раз в 30-50 лет получить то, что заслуживает. Поэтому то же самое было в 1944 году. Сейчас 2014. Чуть задержались, что-то в этот раз затянуло. Еще вопросы? What kind of help are you getting from Russia these days? Скажите, какую помощь вы получаете сейчас от России? Частные лица, определенные организации, продукты питания, одежду, NATO says there's even медикаменты. Russian guns and artillery people helping you. Вы знаете, что Рамзан Кадыров собрал на $7,5 миллионов тоже гуманитарную помощь, медикаменты и продукты питания. Она сейчас в Ростове стоит. Но это была не государственная программа, это было просто от Рамзана Кадырова, от Республики Чечни, президента Чечни. НАТО утверждает, что посылаются также и специалисты по артиллерии и сама артиллерия. Вы знаете, я послезавтра приглашу сюда несколько французов, офицеров Франции, которые пришли, специалисты, именно французы. Они хотят сражаться у нас, они готовы дать интервью. А у нас есть французы. Почему вы считаете, что там и сербы есть, и швейцарцы? То есть у нас сражается Европа. То есть идеалы, идеи сами европейское, равенство, братство, французская революция, когда-то там прозвучала Марсельеза, а находят в настоящих патриотах Франции находится этот отклик. Значит, еще нация не умирает, если есть такие представители, которые готовы ехать на край света, сражаться за те же самые идеалы, ради которых когда-то бралась Бастилия. Поэтому, если вы хотите сказать, что это будут добровольцы, да, скажу откровенно, добровольцы везде есть, и французы, и русские. Разве это плохо? Это хорошо. But I'm just wondering whether there are actually Russian units fighting as NATO claims at the moment here. For instance, firing artillery. Вопрос такой, что не существует ли регулярных частей российских, которые сражаются на стороне, как говорится? Нет, Владимир Петрович, давайте я все-таки еще раз отвечу на этот вопрос. Понимаете, если вы думаете, что посылают российская армия регулярные части, так я отвечу, наверное, на другой вопрос. Если бы Россия сюда прислала свои регулярные части, то мы с вами не разговаривали там о позиционных боях под Еленовкой. Мы бы, наверное, разговаривали о позиционных боях под Киевом.
или возможностям захвата Львова, операции разработки. Ну, понимаете, о чем я говорю? Если бы это были регулярные части Российской Федерации. То есть сейчас идет война на нашей земле, за нашу территорию. Приток добровольцев со всех концов света есть. К сожалению, вот как вы сказали, я бы это, наверное, очень хотелось. Но прекрасно понимаю, что с политической точки зрения это невозможно и это нереально. Благодаря, кстати, европейским странам. Вы же не признаете эту войну отечественной. Вы же признаете антитеррористическую операцию против террористов и сепаратистов. А, кстати, у вас же там была хартия свободной территории разработана, не по-моему, где там, не в Брюсселе, ну в Швейцарии. Где территории имеют право быть свободными, проводить свои референдумы. Кстати, также по таким же принципам живет Германия. Скоро будет референдум в Англии по отделению Шотландии. То есть вы свои принципы называете демократическими, действительно демократично проводите, но не совсем, правда, да? Пример Чехии, когда разделилась Чехословакия, Чехия и Словакия, был мирный. Югославию, к сожалению, вы разорвали на 1000 маленьких частей. Причем военным методом. Ну, у нас то же самое происходит. То есть, если вы перестанете быть политикой двойных стандартов, воспринимать будете ситуацию так на самом деле, как она есть. Если вы будете понимать, что тут народ... Понимаете, в чем наша вина? Вот в чем вина Донецка, Донбасса, в частности, нашей земли? Потому что мы просили жить независимо. То, что мы хотели жить так, как мы хотим, говорить на нашем языке, на котором мы хотим. Мы хотели дружить с тем, чем мы хотим, с кем мы дружить хотели. Мы не хотели идти в Европу. Я считаю, это неплохо. То есть у нас разные менталитеты. То есть, если, допустим, Западная Украина воспринимает там нормально однополые браки, там, и так далее, так далее, так далее. У вас там одна религия практически. То у нас другая религия, мы это не воспринимаем, мы хотим на восток идти. Мы хотели жить так, как мы хотим вначале. Нам этого не разрешали. Сепаратисты, террористы. Обратите внимание, мы не захватывали первые, ни обл. Администрации. Мы не полили райотделы. Это всему то, что делал Майдан. Лозунги «нет олигархии», то же самое говорим мы. Равенство и братство, то же самое говорим мы. Свобода вероисповедания, свобода языка, свобода выбора. Все те же самые лозунги с Майдана. Практически один в один. Так в чем мы плохие перед ними? Что мы сделали так, или что мы сделали такого, за то, что нас нужно бомбить самолетами, стрелять нас из танков, фосфорными бомбами? Вот вы мне объясните, что такое антитеррористическая операция? Силы полиции и спецслужб. А не воинские регулярные подразделения, не военная техника, не авиация. Где же это видно? Ну, уважаемые журналисты, если что неправильно сказал, поправьте. Если мы террористы, с нами должна бороться кто? Полиция, милиция, СБУ. 30-я, 25-я, 95-я, 72-я, 76-я. У нас вся украинская армия присутствует на нашей земле. Вся приехала. Первая, вторая, третья мобилизация, Национальная гвардия, территориальные батальоны, частные батальоны Айдар, Азов, Шахтерск, Донбасс, Днепр-1, Днепр-2, Днепр-3, сейчас батальон Киев. Да сколько ж нам можно лезть? Батальон Кривбас. Кривбас приехал. Чем же мы там так надоели? Что же мы там, чем мы стали кость? Потому что у нас есть газ сланцевый, ради которого можно вырезать весь город Славянск, с лица земли его стереть, чтобы потом сланц добывать этот. Или какие-то другие интересы финансовые появляются. Мы все потомки славных предков. У нас у всех есть чем гордиться моими дедами и прадедами. Не только у меня и у него. Есть в роду не один герой Советского Союза. Мы еще умеем держать в руках оружие. Мы с молоком матери воспитывались в гордом, счастливом и свободном Донбассе. И придя к нам в Донбасс, любой, кто сюда пришел, могу с уверенностью сказать, что мы за свою землю зубами будем драться. И очень большая была ошибка Киева, Запада, всех любых других, что они нас разбудили. Мы работящий народ. Когда кто-то скачет за 300 гривен на Майдане, у нас люди ездили, опускали шахту, добывали уголь, плавили металл, сеяли хлеб, и никто не скакал. Потому что скакать некогда было, мы работящие. Но если уже человек, который вчера брал отбойный молоток, или сидел на комбайне, садится за руль, за управление танка или града, а тот берет автомат или пулемет. Вот в этот уже момент остановить нельзя. Тот, кто бросил работу, он знает, за что он ее бросил, и знает, за что он будет драться. Драться будем до последнего. И можете так вот всем и передать, что не будите зверя дальше. Не надо. Пока есть возможность, просьба большая. Пожалейте, пускай они пожалеют своих матерей, матери пожалеют своих сыновей. Вот все, что вы ему показали, я вам скажу откровенно. Пускай для некоторых это будет, наверное, страшным известием, но
под Степановкой, Саур-могилой до сих пор несколько сотен лежит бойцов вооруженных сил украинской армии, которые числятся пропавшими без вести, а на самом деле они убиты. И когда выступает жена и говорит, мне написали, что он пропал без вести. Киевская власть специально это делает, их сотни и тысячи. Захоронений, которые они закапываем мы, их тоже уже не один десяток. Я говорю это официально, пускай знают все, кто сюда приедет. Если пришла не похоронка, а пропал без вести, вероятнее всего ваш сын был, брат, муж убит. Шахтерск. Шахтерск. Я могу вам Снежное. привести пример. Бой 72-й против нас в Шахтерске. 25-й был. И 25-й, где документы солдат, которые сгорели возле подбитой техники, находятся у меня, которых мы передали вооруженным силам украинской армии тела. В конечном итоге, через 2 недели к нам поступает информация о том, что их Они пропали без вести. объявили, что они пропали без вести. Зачем тогда было тела забирать? И так постоянно. Прошла информация о том, что украинская армия, начиная со времен конфликта, вооруженного столкновения, потеряла 12 тысяч убитыми, 19 тысяч трехсотыми, то есть это раненые, и 5 тысяч пропавшими без вести. Они не пропали без вести. Эти 5 тысяч убиты, закопаны под Карачуном, жестоко закопаны, В Красном Лимане. в Красном Лимане. Под В Ямполем. районе Голубых озер Славянска сбрасывали с вертолетов с привязанными к ногам камнями. Владимир Петрович, ну да, не будем этими подробностями прессу будоражить. Почему? Поэтому Пускай знают. парад, который сегодня прошел, и Порошенко не зря сказал, что все 120 человек из 1200, которые сегодня туда вышли на парад, поедут на восток. Мое желание, просто как человека, как обычного человека, я говорю, я не хочу воевать, я не хочу никого убивать, но я за свою землю буду грызться до последнего, биться, неважно с кем, когда и сколько их будет. Я просто понимаю, что эта война идет на самом деле для уничтожения, мы воюем между собой, мы славяне на самом деле. И мы уничтожаем, нашими руками уничтожает свет и все той стороны, лучших людей. И если есть такая возможность, просто донести до всех родственников, матерей, не надо сюда посылать никого. Дайте нам свободно жить, спокойно. Оставьте нас в покое, мы никого из вас не трогаем. Мы не пришли к вам в Киев, мы не пришли к вам в Запорожье, в Днепропетровск, мы не грабим ваши села, не насилуем ваших женщин, не убиваем стариков, не забираем у них награды. Помнишь, как за Сталинград, за взятие Берлина, звезда героя, орден славы, Красного Знамени, 60. перемешано с женскими серьгами и со всем остальным. Мы этого не делаем. Мы хотим на своей земле жить так, как мы хотим. Вы нам не нужны. Мы с вами разные. Восток и Запад Украины это был искусственно созданный конгломерат. Нас и слепили искусственно из всех. Но мы не первые начинали эту войну. Если у кого-то есть политический разум, воля и смелость настоящего мужчины, я предлагаю просто объявить о прекращении этой операции, объявить о статусе нас, как угодно, можно не признавать, оставить нас в границах нашей Донецкой и Луганской республик, помахать нам рукой, мы помашем в ответ. Мир, Африка, жвачка. Еще какие-то вопросы есть? Александр Владимирович, Да. следующий вопрос от французской газеты «Libération». Вы здесь упомянули о том, что будет пресс-конференция с французскими интернационалистами, да? Когда она может состояться, когда с ними можно встретиться? Ну, Владимиру Петровичу этот вопрос зададите завтра, хорошо, в понедельник. Они к нам прибывают, и он вам ответит, когда они смогут. Только они по-русски говорят очень плохо, скорее всего, он будет общаться придется на французском. Ну, с ними свяжитесь. А как, я не знаю, связаться? Через моего пресс-секретаря. А ну там сзади сидит девушка. Сзади возьмете телефон у пресс-секретаря. Можно последний вопрос? Хорошо, спасибо. Еще вопросы есть? Можно последний вопрос, пожалуйста? Do you think the meeting on Tuesday with Putin Poroshenko is able to provide a solution? А как вы думаете, во вторник встреча Путина с Порошенко даст какое-то положительное решение? Ну давайте так сразу, я еще раз там объясню одну вещь, что ни о каком там федерализации и всем остальном на сегодняшний момент даже речи быть не может. Понимаете? Всему должно быть свое время, да? Вот 3 месяца назад мы просили там федерализацию.
отдельное, там, мы не хотели там децентрализацию. Перед 4 месяца там, или 5 месяцев назад мы говорили, дайте нам свободный выбор, дайте нам провести референдум, мы хотим быть там децентрализованные. Прошло время, мы заговорили о федерализации. Прошло время, мы теперь хотим жить независимо. А время это поступки, которые совершают украинские власти. Сначала нам запрещают, потом нас полицейскими методами пытаются это ограничить, арестовывают, оцепляют, после этого начинают провести террористическую операцию. Мы беремся за оружие, они приходят туда с войсками, все с каждым разом все больше. На сегодняшний момент пролилось столько крови, это уже, я не знаю, как это можно объяснить. Люди умирают за свободу, и мы будем говорить то же самое, что федерализация. Это сладкая конфетка. Понимаете, что такое слово федерализация? Вы же на России умные люди, вы понимаете, что это не 1 год. Это Венецианский суд, это принятие, это так далее, так далее. Это куча процедур, которые нужно пройти. Мы хотим жить самостоятельно уже. У нас очень богатый край. Кто бы что ни говорил по поводу там, дотаций и всего остального, это все был обман ради того, чтобы тут коррупционными схемами разворовывались бюджетные деньги. И любой из президентов это все прекрасно понимал и сам в этом практически всегда участвовал. Мы самодостаточный регион со своим сельским хозяйством, с хорошо развитой промышленностью, с лесами, полями, морями. У нас тут все есть. У нас представлены все, начиная от Швейцарии, заканчивая морем. Курортные зоны, сельское хозяйство, промышленность, химическая, угольная, какая угодно. Богатые недра, и газ, и залежи полезных ископаемых серьезных. Мы можем и должны себя кормить сами. Кто бы как ни говорил, да, я прекрасно понимаю, что с экономикой мы связаны с Украиной очень плотно. Что воюя здесь, режа руку, болит и нога, и рука всего организма. Но если они не понимают по-хорошему, просто пояснить по-плохому. Встреча президентов Порошенко и Владимира Владимировича Путина, надеюсь, приведет просто к тому, что нашу позицию учтут и обратят на нас внимание. И с учетом этой позиции будут, наверное, разговор вести эти 2 уважаемых человека. Это последний вопрос, предупреждаю сразу. Скажите, пожалуйста, по поводу закона, который принят в отношении людей, которые могут быть осуждены или находиться в местах заключения. То есть, что это за закон? Вы, наверное, уточните, о каком законе идет речь. По поводу того, есть люди, которые арестованы. Они арестованы на основании чего-то. То есть, принят ли закон, вы имеете в виду арестованный кем? Донецкая Народная Республика. Подождите, давайте я, наверное, перефразирую. Если буду сейчас говорить, если я неправильно говорю, меня поправьте. Недавно мы приняли новый уголовный кодекс. Вы об этом уголовном кодексе говорите? И создание военных, полевых и трибуналов, судов. Вы об этом говорите? Да, это вот. Но это, во-первых, не закон, это положение мы принимали на Совмине, после чего вынесли решение нашего Совмина на обсуждение Верховного Совета. Он дал свое добро, это решение было правильно. И вы теперь спрашиваете о тех людях, которые арестованы или до того как, или во время принятия этого закона. Ну вот на данный момент, которые На данный момент у нас находятся задержаны люди, в основном военнослужащие, нарушившие воинскую дисциплину, воинскую присягу. С этим будет разбираться военно-полевой суд, а все остальные, по поводу остальных, до принятия этого закона, точнее с момента принятия этого закона, все задержанные гражданские переданы в Министерство внутренних дел и Министерство государственной безопасности, дабы они, разобравшись в ситуации и поняв, кто виноват, кто не виноват, либо отпустили, либо привлекли к каким-то административной ответственности в виде работ от 10 до 30 суток исправительно. Все. Для этого была взята сейчас из СИЗО наша Донецкая, она полностью перешла в нашу сторону. И в этом плане цивилизованно используются все места для задержания, пожалуйста. Можно ли ознакомиться с этим положением? Пожалуйста, с положением можете подняться на 11 этаж, приемной, там, кстати, можете зайти к вице-премьеру по силовым вопросам. Он вам все на эти вопросы ответит. Либо к Роману, который, в принципе, этим тоже вопросом владеет. И либо к генеральному прокурору. Что будет, наверное, более правильнее. Прям прокурор, он его разрабатывал, уголовный кодекс, он, наверное, больше, наверное, на это все ответы и вопросы. Вторая часть вопроса Сейчас. относительно смертной казни, которая была предусмотрена. Вы знаете, я скажу откровенно, я считаю, что смертная казнь это является наивысшей, наверное, защитой общества.
Вы, наверное, прекрасно помните, что первым моим указом была борьба с бандитизмом. Да, я могу сказать, что везде это явление есть, и никуда от этого не денешься. Почему? Потому что во время революции или под марку революционеров проникают всевозможные криминальные и остальные там элементы. С этим нужно бороться. Дабы ситуацию не доводить до абсурда, когда начнется охота потом на эти полувоенные формирования, было принято решение ввести уголовный кодекс и вершиной защиты общества ввести смертную казнь. После долгих обсуждений это было принято, согласились со всеми присутствующие. И вы все, кстати, понимаете прекрасно, что отмена смертной казни не всегда приводит к уменьшению к количеству преступлений. То есть, как показала практика, на самом деле оно даже вырастает. По количеству тяжких и наиболее тяжких преступлений статистика показывает, что с отменой смертной казни они почему-то идут вверх. Показатели. Дабы такого не было, дабы общество могло гарантированно спокойно жить, простые люди, бизнес, частные предприниматели, мелкий, средний, какой угодно, должен свободно работать, гарантированно быть защищенным. Вот для этого это было принято решение. Можете сказать, что нужно совершить для того, чтобы... Это уже третий вопрос, прошу Это третий. прощения. Давайте заканчивать. Вы знаете, там есть, если вы хотите спросить, ознакомиться с этим кодексом, там все прописано, и все, что там за что наказывается, там все четко белым, черным по белому изложено. Большое вам спасибо, господа журналисты, до свидания.